с вами опять я. Хай, говорю, с вами опять я. Ой, бьё-то упала. Прям засыпан хорошо. Что-то добывают, да? Да? Добывают что-то. Уголь. Что это? Черное у них там все. Гравий, щебень. Ты там точно все ящики закрыл? Какой-то звук. Я 2 раза ходил. Постараемся сегодня проехать ТИТ днем. Светлое время суток. До него еще далеко? Далеко еще? Ну, отмерим при 100 до Хитами. Это минут 20. Где-то осталось 80 минут. Какая красивая картинка, прямо на заставку. Здесь тоже все посыпано. Не, ну кто-то вообще в натуре так просто ушагал туда. А что? Вот туда? Знал. Слева? Какой-то самоуверенный был водитель в своей машине. Здесь, наверное, кто-то остановился. Он спускался. Увидел, что он тормозит. Давай тоже оттормаживаться. Кто-то вообще в знак улетел. Туда ушел. Да. Вот кто-то. Легче теперь.
там отмонтированы у меня. Стоят на каждый день выпуск. В 2 часа дня по якутскому времени. По факту, что это? 5, 6, 8 утра по Москве. Вот каждый день будут в 8 утра по Москве выходить ролики. Такие вот дела. Может, даже в день по 2 ролика буду записывать, чтобы выйти в график нормальный, чтобы публиковать ролики. Забыл сказать, это продолжение предыдущего ролика. Всем хорошего вечера, доброго утра, хорошего дня. Ну все, Чельмакан кончился. Поедем дальше. Никто не буксует, и это хорошо. Посмотрим, что будет там на перевале Тит. Как его все боятся. Хотя обычная горка. Для кого-то он опасный, для кого-то просто горка. Кто давно ездит, они уже привыкли к нему и просто едут спокойно. Кто первый раз едет, там второй его трясутся, там перевал Тит. Не знаю, обычная, нормальная. Если умеете ездить, можно и подниматься. Едем, посмотрим, что там дальше будет. Такой вид на закате. Красиво, не правда ли? Заехали в Хатыми. В этот раз останавливаться не будем. Едем дальше. Я помню. Ух, дав какой был. 8/4. Тогда 8/4 стоял. Тягач. Ленивец и еще 2 моста. Первый раз такого вижу. Дафа. Именно. Ну, заряженный. Но он и везет там, наверное, тонн 70-60. Металлоконструкции какие. Все, мы едем. Тут до Тита чуть-чуть осталось. Километров 20. Так что попозже будем снимать, как мы штурмуем перевал Тит. До-до-до-до. Ладно. Ну все, тебе что, холодно? Мы спускаемся к Титу. Здесь раньше была гравийка, сейчас немного асфальта. Потом гравийка и сам Тит. Ну, такое и не светло, и не темно. Как это называется? Вечер называется. Не, ну вечер-то вечер. Ну, типа, когда и не светло, и не темно, а вот такая вот погода. Как? Не пасмурная, а как? Ну, короче, ладно. Ну, вечер, короче, на дворе. Минус 23 за бортом. Вы находитесь. Компания Truck Life, Aviasales, авиалинии. Все собрал.
асфальт вот специально до этого поворот делали, чтобы туда вот спокойно заезжать. А? Там дорога. Вот там. Ну вот дальше есть, сейчас кончится этот асфальт. Ну видишь? Гора какая высокая. Гора высокая. А, да? Это Тит. Тит левее, а вот это другая какая-то гора. Ну, она такая же высотой. Видишь, пусто на ней. Вообще все пусто, лысо. Кого там рубить-то? Палки? Шепки. Выехали на гравийку, едем по гравичке. Сейчас зимой она такая, как асфальт. Все нормально. Когда эту дорогу здесь отсыпали в том году, зимой здесь умудрялись висеть на этой вот дороге. Где вот асфальт лежит, там буксовали. Ну, как-то вот машинки стоят, кто-то подняться не может. Ой, прости, брат. Дальний. Все, вот там вот дорога наверх пошла. За этим. А, еще так можно снимать в ширике. В широкоугольном формате. Едем. В принципе, мы должны без проблем подняться. Ну, кто-то сломался. Кто-то сломался. Так. Дядя, ты куда поехал? Трал сломался. Булевочка стоит. КамАЗик берет разгон. И посмотрим, зайдет он, не зайдет. Никто не висит на Титу. А, нет, висит вон наверху. Вон они висят. Мы пока едем. Забраться обратно, то нифига сколько катить, чтобы разгон взять.
там яма, кстати. Я тебе не показал. Там яма, где там снег всегда лежит. Летом. Вот тут Тит. Забрались. Надо просто на длинномерах включать блокировку и хорошая резина, чтобы была, и все, и никаких проблем. А большие транспортные компании, они резину там во сколько-то тысяч меняют, и им по барабану, на какой ты резине сюда поехал. Вот. А это, скорее всего, кыргызы стоят. Зачем? А? Зачем? Просто кушают, чай пьют. Лисичку ждут, наверное. А, нет. Новосибирцы стоят. Новосибирск. Фига они там вчетвером в одной кабине. Вот и все. Начинаем спускаться с него. Вот, а большие транспортные компании, им пофигу, водитель на какой резине и какая у него вообще резина. Им говорят ехать, они едут, и все, и мучаются здесь всегда. Ни цепей, ничего же им не дают. Вот. Такие вот пироги. С мясом или с картошкой? А? С мясом или с картошкой? С мясом. Вон закатик такой. Там вдали где-то. О, машина. Вот нам туда спускаться. Машинка едет. Спускаемся. Ничего такого особенного тут и нет. Вот на аварийках что-то стоят. Что это они там на аварийках стоят? Здесь какой-то... Ну, там дорожники обычно. В том году дорожники там тусовались. Трал стоит что-то на аварийках. Что он стоит, непонятно. Какой-то негабаритик поднимается. Тит переехали. К Титу подъезжали. Хатами ехали 26 было. К Титу подъезжали 22-23 градуса. Сейчас 19 градусов. Так, там кого-то пропустить надо. Там кто-то едет на подъем. Здесь вообще лед галимый. Белорус. Кто-то здесь сушил, как право. Ну да, с этой стороны вообще не посыпали. Наверное, это и не нужно. Они так подумали. Такие сами разберутся. Да, на Тит поднимались, ни блокировки, ни ленивцы, ничего не делал. Как ехали, так и ехали. Лед.
как мне в комментариях написали, это называется Белая гора. Перед Алтаном такая петля. Едем до нее. В Алдане ночуем. Утром встаем, едем, не доезжая Тамота. Выгружаемся. И едем до Якутска. Днем будем проезжать переправу Лена. Через реку Лена. Всем доброе утро. На улице минус 21. Мы выехали с Алдана. Едем. Не доезжая до Мота, там городок вахтовый. Столовая нуждается в продуктах. Едем туда выгружаться. Всем хорошего дня. Приятного аппетита. Серии на Якутск продолжаются. Мы уже почти на месте. Осталось 500 километров до Якутска. Приятного просмотра. Все, приехали на выгрузку первую. Выгружаемся. Вот бук такой. Тоже КамАЗик Трал приехал тоже выгружаться. Выгружаем продукты. Все, выезжаем с этого городка. Вот. Выгрузили половину. Все, едем до Якутска. Время у нас 10-20. Сейчас заедем в Томот на стояночку, там магазин есть. Надо утеплитель купить, на морду накинуть. И поедем, потому что в Якутске минус 40. Машина вообще прогреваться не будет, а то. Едем. Ну все. Закрыли морду. Пойдем мыться. Выезжаем с Томота. Вот. Едем, катим. Дальше. Вот такие вот виды после Томота. Вот. Красиво. И дорога вот такая вот, катишься и катишься. Никаких перевалов, ничего. Абсолютно. Абсолютно.
Здравствуйте еще раз. На монтаже это все у вас быстро кажется. Время у нас уже 3:40, 3:50 где-то. Там 3:45, если быть точнее. Вот, едем. Заехали в Хангаласский улус. Если кто не знал, в Якутии, как в большинстве других регионов России, нет районов. Здесь все говорят улус. Улус по-якутски, по-моему, как логично, район. Вот, все улус называют. Вот мы заехали. Осталось нам до Якутска 120, по-моему, 115 ли километров. Вот, едем. Сейчас там будет кафе «Легион». Бывшее кафе раньше называлось 130 километров, он назывался. Когда вот этой трассы не было, ее делали, была другая дорога. Не асфальтированная, гравийка раньше, когда была. Это кафе стояло на 130 километре от Якутска. Поэтому к ней так и привязалась. 130-й. Вот. Такие вот дела. Едем. Когда ехал в Улу, заправлялся, знакомый позвонил. Машина приезжала к ним выгружаться медикаментами. Вот. Попросили, говорит, заберите документы. Пожалуйста. Знакомый попросил, говорит, забери документы. Встретил машину в рации. Тут же ему сказал. Он говорит, да. Все, остановились. Документы у него забрал. В Якутске надо будет отдать. Я раньше с Хабаровска медикаменты возил. Вот знаю, что это такое. Раньше я вот у знакомого, дяди Ваня, как мы его называем, Иваныч просто. Раньше я у него, когда в школе учился, грузчиком у него работал. Друзья у него потом там еще тоже грузчиками работали. Медикаменты мы развозили по Якутску, ну и в районы. Вот. И медикаментами я загрузился с Хабаровска, поехал. Смотрю, знакомая фирма Надежда Фарм. Думаю, ну ладно, думаю, может не туда, может не к нему. И все, а потом приехал в Якутск выгружаться. Приехал к нему там в Марху. Ну, это как... Ну, Якутск по районам тоже делится. Вот. Микрорайон Марха. Он там живет. Я туда приехал. Смотрю, Иванычу дом. И все, я к Иванычу позвонил ему. Я говорю, ну я к тебе медикаменты привез. Вот так вот. Это... Мы с ним последний раз виделись, наверное, очень давно. Когда я еще в школе учился. 11 класс, по-моему. Вот. А жена у нас общество знания вела. Так что хорошо знаком с этой семьей. И все, я к нему приехал. Иваныч. Такая вот случайная встреча была. Спустя сколько? 5 лет. Вот. И все, и вот он мне позвонил, говорит, Илья, говорит, ты там не едешь случайно на Якутск. А у него сейчас знакомый мой водителем работает. Ему вот знакомый, друг мой, ему сказал Иваныч, что я еду, и вот Иваныч мне написал. Ну и друг тоже позвонил, документы забрать надо. Все, я говорю, да еду. Все, вот мы стыканулись с водителем, забрал документы. И вот едем. Сейчас вот такая вот плохая дорога будет до Качкац. От Качкац потом опять хорошая пойдет. 100 километров. До Нижнего Бестяха. И ледовая переправа. Переправимся. На выгрузку приедем. Не знаю, выгрузят, нет сегодня. Завтра утром погрузка у меня с Якутска. Так что... либо сегодня выгрузят, либо завтра утром выгрузят. Как бы без разницы.
такие вот пироги. Поедем к сестре. У сестры помоемся, вещи постираем. И вот как-то вот так вот. Летом здесь зайцы бегают. Один раз зайца сбил. Он так бежал, я влево, он влево, я вправо, он вправо. И ну, выжил, наверное. Не знаю, не останавливался, не смотрел. Ау. Такая вот интересная здесь дорожка. Как бы асфальт, а ямы какие. Провалился асфальт. На улице у нас минус 34 градуса где-то примерно. Когда морда не была закрыта, правильно показывал датчик температуры, градусник. Сейчас показывает. Сейчас минус 18 показывает, ну плюс еще где-то 13 градусов прибавить. Ну 31, 32 градуса. Так вот считаю примерно. Морду закрыл, сцепление перестало мерзнуть. Так сцепление мерзло. Тугое было. А вот сейчас катимся. Привыкли к этой дороге уже. Что в Забайкальском крае я еду, что здесь по Якутии еду. Уже нечему удивляться. Просто едем. Пироги. Вот она, это кафе. Сейчас будем ее проезжать. Поснимаю вам дорогу. Наклеенный оргстекло, так как знаю, что такое Якутия. Многие едут и с замороженными окнами. Кто на Якутии ездит, все ставят. От них и тепло, холодом не веет. Вот, ну, лобовое только я не заклеивал. Неохота было заморачиваться. Так что вот сюда только наклеил. Вот окна мерзнут, видите? Печка даже выключить. Оно здесь окно не замерзнет, не затянет, ничего. Ну и тепло от него. Так. А если наклеить на лобовое стекло еще, то печку можно вообще просто на лицо и в ноги ставить и по салону. Сейчас она у меня по салону стоит печка. Потому что когда по салону включаешь, теплее. Вот. Но больше дует она на лобовое стекло, так как если с лобового выключу, то затянется, замерзнет. Вот, а когда оргстекло наклеено, там вообще по барабану, куда будет печка дуть, окна не затянет. Да. Ну так как мы в Якутск приехали, выгрузились и уехали, можно только на боковые стекла клеить. Но хотя сейчас последние года зима такая, что в Якутск ты приезжаешь минус 40, что выезжаешь с Якутии, едешь по Амурскому и Забайкальскому краю, по Амурской области, Забайкальскому краю, в Бурятии. Там тоже везде минус 40. Днем теплее, конечно, днем разница большая. Днем может минус 20-25 быть, ночью минус 35-40.
А в Якутске зимой разница в 2-3 градуса. Что днем минус 35, что ночью минус там 37. Как бы разница не особо чувствуется. Вот такие вот. Такая вот история. Проехали 130-й. Легион кафе. Не знаю, ни разу в нее не заезжал. И как-то не было необходимости. Будем катиться потихонечку. В Якутск заехали. Вот такие Volvo здесь в Якутии водятся. Любят здесь Volvo. Едем к переправе. Ну и чё? Чё, не дошли? Не знаю. На улице минус 33, 34. Мы катимся. Сейчас на перекрестке будем поворачивать налево, на переправу. Я знаю. Поворачиваю. Здесь в Бестяхе еще солнышко светит, еще светло. Якутск весь в тумане. Видите? Все в тумане. Ты что, не помнишь? Мне уж вечером ехать, я не Спускаемся. Вот река Лена замерзшая вся. Говорят, в апреле будут переправы зимние закрывать. Но пока неизвестно еще. Всегда по-разному ее закрывают. Когда как. Да, они к нам близко едут. Я ей говорю. Ага. Вон там Якутск. Но его не видно. Отцу ты что, не будешь снимать? Папе-то сними, как мы будем спускаться на лед. Ну, конечно, им же интересно. Да, вот Лену сними. Ладно, сейчас переправимся. Увидите. Вот здесь летняя переправа. Вот где краны стоят. Вот здесь внизу. Вот отсюда видно, там вот накопители. Полосы такие. По очереди все спускаются на паром. Здесь вот эти плиты сейчас зимой, они вообще скользкие. На этом повороте. Почему песок лежит? Потому что там аварий много было. Лоб в лоб
стыковались. Сегодня ночью обещают минус 40. Такие вот дела. Там справа, там бензовозы заправляются, там нефтебаза. И вот они летом здесь заправляются и везут в Якутск. Поэтому в Бестяхе соляра сколько там стоил? 92, а в Якутске 96-98 рублей стоит. Не свалитесь. Знак стоит 40 тонн. Скоро... Вон справа. Скоро 40 тонн эти уберут. 30, потом 20 или 25, потом 10, потом 5 тонн. И все. А когда 10 и 5 тонн здесь... Вон там на берегу здесь стоят грузовики все. Перегружаются в маленькие пятитонники и пятитонниками возят на Якутск. Ситрак, ты не туда поехал? Ситрак. Знак стоит, кирпич, он навстречу поехал. Понял, спасибо. Навстречку поехал. Вот, а мы сейчас будем спускаться. Ну. Ну, чтобы его там в лоб кто-нибудь ему заехал. Я был здесь спуститься. Где? Вот спускаемся. Ну, кстати, нам в комментариях писали, что выезды и заезды на лед плохие. Я бы не сказал. В этом году, ну, нормально сделали с берега, прям съезд аккуратно. Вот в том году забраться даже, вот, по-моему, по той полосе, там чуть дальше еще другая полоса была дороги. Вот, километраж даже стоит, 18 километров. Вот. В том году забраться не могли даже, когда ехали через переправу, вот на выезде никто выехать не мог. Вот. Едем по льду. Чистый лед. Ну, он залитый, его заливают постоянно. Вот еще одна полоса. Вот эту полосу закрывают, ту заливают полосу, льют ее, а там она замерзает, потом эту полосу закрывают, ту открывают. И вот так по очереди. И встречная полоса также. Вот, едем по переправе. Продолжаем ехать по переправе. А мост строят там вот в Качкатцах, не доезжая Бестяха 100 километров.
катимся. Ой, резина плохая. А? А потом говорит, ой, резина плохая. Ну не, интересно же по льду. Ну, тормозит. Ну, конечно, тормозной путь очень-очень длинный. Вот не могут вот дорогу даже сделать так здесь. Вот сколько езжу, вот кто вот так вот асфальт ложит? Да. Вон та полоса под разбитой немного. Как раз на то ехали. Да? Ну да, по-моему, мы по той полосе ехали. Я помню, яму на яме. Ну да. А здесь вот прям ровненький он. Прям ровненько едем. 10 километров осталось до Якутска. Только я не знаю, откуда этот километраж идет, конечно. А? Не, он уменьшается же километраж. На вывеске Ее нету, мы прям сразу в Якутск заезжаем. 10 километров, ты хочешь сказать, здесь? Наверное, Вон Якутск уже, вот этот островок проехать и все. значит 10. Ехал, Что-то вряд ли, мне кажется. Ну посмотрим, откуда он идет. Сейчас выезжать будем, посмотрим, какой там километраж. Вот. Кому интересно, вот так вот зимой ездит в Якутск. Сейчас апрель-май, переправа будет полностью закрыта. Ни доступа ни в Якутск, ни в Бестях. Только на подушках. Поэтому Якутск весь закупается сразу. В марте много-много рейсов делается в Якутск, чтобы на 2 месяца продуктов везде все хватило. Поэтому машин много едет на Якутск. Весной и осенью. Осенью тоже. Когда он там закрывается? Сентябрь, октябрь. Ну, в ноябре, по-моему, закрывается. А это что? Врезались, по-моему, что ли? Этот, наверное, на полосу встречного выехал. Или он просто развернулся так? Ну, аварийный знак стоит, походу, врезались. Так я объезжаю. Ну да, походу, они врезались. Как? Вроде что? Ну как, вон тот микрик выехал на встречку. А это слепой. Как вон тот Ситрак выехал сейчас, на встречку поехал. Ручки у нас ДТП. Ну да, он жопу прямо ему снес. Да, интересная ситуация, конечно. Ну, вот знаки же стоят. Для дурака, да. Вот знаки. Ну, кирпич там. Ну да. Но кирпич и поворот направо. Вон туда вот самосвал ездит. Вон там. Мне непонятно, кирпич куда туда. Они вот песком. Там улица. Что ты про кирпич? Непонятно, куда он стоит. Что Ну, налево кирпич стоит. Не, налево. Стрелка же показывает, что направо. Вот. Не знаю, что-то копает. Не Лена? Не, это остров. Мы сейчас на острове едем. Вот мы на остров заехали. Вот видишь, здесь тоже вот кирпич и направо. Я не знаю, как можно так. А вот это они песок сейчас возят туда, в Якутск. Нет, ну это сама Лена, я думаю, что здесь песок. А, не, это остров сейчас. Вот, катимся.
градусов. Видишь, разница вообще, что днем, что ночью, вот 4 градуса разница. Захотит, обгонит. Пошел обгонять даже. В Якутске вот КамАЗ, вот эта вот машина. У всех КамАЗы. Это вот не так давно, лет 5 начали вот самосвалы китайские загонять сюда. А так раньше все на КамАЗах. Здесь можно, наверное, это. Ну да. Ну не страшно, я бы не сказал, что страшно. Он посыпан, все нормально. Спускаемся. Нормально. Шатает немного. Так, все нормально. Оп, здесь главное газ не сбавлять. Вот и все. Вот она вся переправа и закончилась. Нету километража. Кончился километраж, все. Нет, на 7-м, наверное, где-то. Все. Добро пожаловать в город Якутск. Хорошее настроение, прекрасного дня. Вот 6-й километраж. Он от центра, походу, ехал. А? С центра, по-моему, идет. Здесь нет вывески. Она где-то должна быть? Нету здесь. Мы сразу в Якутск заехали. Я поняла, но где-то же она висит. Как вариант, она идет в сторону Жатая. Это что? Я не знаю, что они здесь делают. Что-то копают. Видно же. Все замерзшее такое, снега много, все прям вообще. Все дома на сваях стоят и подняты от земли на 1,70 м где-то. Ну, кто-то 1,5 метра застройщики поднимают.
чуть багажник открылся, он не заметил, кажется. Наверное. Или что, он хочет нам побуцкать? Я не знаю, что я багажник. Я откуда знаю, что у него там вообще. Давай посмотрим. Одеяло везет. Замок походу не работает. Что у нас там? Музыка буцкает. Это он специально открыл, чтобы мы музыку послушали. Вот так. Да? Наверное. Ехать. Ого, главное, глядели. А, они куда? А, они просто едут, да? Людишки стоят, ждут свой автобус. Но в городе там теплые стоят, да, эти остановки. Вот там. Здесь еще лежачий полицейский есть. Непонятно зачем он. Пешеходики идут еще. Осторожно. Как зачем? Чтобы не разгонялись. Ну да. Сколько? Не больше 25 километров в час? Потому и так нет 20. Там все собрал. Пока тачка была. Я уже вижу. Красотульки. Подарил. Так. Ну-ка сними вот дизель сними. Номер. Где это? Да, кого ты его снимаешь, что у него номер на лобовом стекле был? А, да? Ну, наверное, его видно было. Чё? Сказал, на машине сними номер. На лобовом стекле. Наверное. А я ворона. Видишь, тебя ограничивают 40. Мы едем 20, не 40. Здесь что, Чаплин есть? Нифига цивилизация. Ладно, зимой мы сейчас тут еще как-то как летом вообще тут невозможно ехать. Боря. Мы выгружаемся, меня выгружают. Вот это все полуфабрикат. Пельмени, позы, котлеты, это тортики. Березка. Все, выгружаемся. За мной уже личный водитель уже приехал. За нами. Вот, это мой личный водитель. Владислав. Все. Он нас тут возит по Якутску. Ну, а что сделаешь-то?
Это... Дальнобойщику-то нужен же личный водитель. Не дура. Владислав, расскажите свое мнение. Мнение о ком? Только без мата. О ком? Да, обо всем. О жизни в целом. Жизнь в целом? Не знаю. Из меня так себе блогер. Да? Да. И помощник блогера тоже. Да нет, нормально поможет. Да, и хэп. Да, Таня. Вот. Ну вот Владислав, вот номер телефона его будет в описании. Кто будет в Якутске, привезти, увезти, все организует.